рост потребления электроэнергии в среднем по году приходился в районе 5%. Это было и до периода, когда я трудился, это и было в мой период времени. В среднем по году. Если вы возьмете те же 6 лет, которые я отработал, в среднем это 5%. Там были даже годы, когда мы уходили в минус. Да, один год, кстати, был достаточно. 2018 год, да, вы это знаете, у вас должны быть эти цифры. Конечно. Теперь, что происходит в 2020 году? В 2020 году вот две такие упрямые цифры. Первое, потребление вырастает на 20 с лишним процентов. Да. В 2021 году оно еще вырастает на почти 17%. То есть суммарно за 2 года потребление вырастает чуть ли не на 43%. Второй момент. С Ингургеса в 2020 году мы забираем 65%. 65% от генерации. Что происходит и что является побудительным мотивом для того, чтобы Абхазия начала потреблять на 1 миллиард киловатт больше? Если вы вспомните, опять же, мы здесь уже как традиция начали ссылаться на главу государства, который, даже когда вы уже столкнулись с проблемой, кстати, о которой я предупреждал Кристина Константиновна и письменно в том числе, я, кстати, предупреждал и президента государства, да, у меня справка лежит, которую я на него писал, я фактически просил вас не легализовывать майнинг, да, то есть и правительство и так далее, перед тем, как я покинул, да, свой пост. Я просто понимал и, в принципе, описывал все то, с чем вы потом столкнулись. Так вот вопрос. Президент государства, когда ссылался на нормы, он говорил, обязательно вернитесь к потреблению 2019 года плюс 5%. Это же не просто так родилось. Мало того, ему, наверное, справки готовили люди, которые занимались энергетикой. Соответственно, если смотреть по цифрам, мы потребляли 2 миллиарда киловатт-часов, сегодня мы потребляем 3 миллиарда киловатт-часов. Внимание, вопрос. В 2020 году это произошло. Почему такое потребление стало на 1 миллиард киловатт-часов больше? Кто несет ответственность за то, что с 2020 года потребление Республики Абхазия увеличилось на 1 миллиард киловатт-часов. Вот здесь вот вееры, 11 месяцев в веерах мы жили, Кристина Константиновна, в 2021 году. Вы нас знаете, вы нас чуть-чуть ставите в ситуацию, когда я все-таки, когда разговариваю, я все-таки говорю сейчас устно сказали. Я все-таки говорю сейчас с министром экономики, с вице-премьером, а не как с дамой и так далее. Вы поймите. Я да, поэтому принимаю в данном случае ситуацию. Вы поймите, да, ситуацию? И вопрос заключается в другом. Все-таки я бы вас попросил на цифры ориентироваться, а не на лирические отступления. Вообще, и что? Вы хотите сказать? Для физических лиц полностью мы вам гарантируем, что это так. Чтобы содержать Тогда энергосистему. правильно. Константиновна, у вас тарифы фактически российские. Там, где платят за генерацию. Там, где платят за генерацию, там, где масса с бытовых надбавок, там, где не государственная энергосистема. Доходы в Черноморэнерго по проценту собираемости были в разы выше. Потому что извините, у вас тариф был 40 до копеек. 57%. У вас тариф был 40 копеек. Но у что, нас лучше тариф повысить тариф а и у нас меньше собирать? Вы были инициатором, да, введения такого того, чтобы не продали энергосистему. Нет, да, вы знаете, правда. в данной ситуации, судя по всему, вы боялись, что кто-то что-то продаст в то время, скорее всего. Поэтому я ввели сегодня данные точно ограничения. боюсь, что Мы я в этой продадут. ситуации